Наш эфир продолжит выпуск новостей. В студии Иван Лазаренко и коротко о главном к этому часу. Министр природных ресурсов России Александр Козлов прибыл с рабочим визитом в столицу региона. Очередной антирекорд заболевших коронавирусом. В Якутском медцентре с подозрением на омикрон находится более 10 человек. Министерству внешних связей Якутии исполнилось 30 лет. С какими достижениями ведомство отмечает эту дату? Во временном инфекционном отделении Якутского медцентра с подозрением на омикрон находятся более 10 человек. Их анализы отправили на подтверждение в лаборатории Хабаровска, Новосибирска и Санкт-Петербурга. Отмечается, что большинство из них на новогодние каникулы отдыхали за пределами страны. Напомню, по данным Оперштаба, за последние сутки в Якутии выявлено 448 новых случаев коронавирусной инфекции, из них 380 в Якутске. Которые у нас в отделении лежат пациенты, они в основном все привитые. Как показывают по СМИ и по клиническим показаниям в научных исследовательских работах и как в других регионах, омикрон протекает все-таки намного легче. Таких выраженных дыхательной недостаточности, как при дельта, не наблюдается. В основном катаральные явления – это насморк, кашель, слезотечение, и у некоторых высыпания наблюдается. В связи с текущей эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции в Якутии до 1 февраля приостановлены показы всех спектаклей, концертных программ и иных культурных мероприятий. Далее решение будет приниматься, исходя из эпидобстановки, сказала заместитель министра культуры и духовного развития республики Марина Силина. Купленные билеты можно вернуть или обменять в кассах учреждений. В Чурапчинском улусе с 15 по 19 января работает выездная медицинская бригада специалистов Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, а также Центра по борьбе и профилактике СПИД и Республиканского онкологического диспансера. Осмотры проводят в 5 населенных пунктах. В ходе выезда состоялась встреча с руководством Чурапчинского улуса, где обсудили вопрос о составлении муниципальной программы, направленной на создание среды здорового образа жизни. Цель выезда специалистов – наказание профилактической, первично специализированной медицинской помощи населению, а также оказание методической помощи работе Центральной районной больницы и разъяснительная работа по вакцинации от COVID-19. Всеобщая вакцинация, она будет способствовать тому, чтобы мы наконец-то ходили без масок, или это уже, в принципе, наверное, войдет в нашу жизнь ношение масок, но, по крайней мере, в общественных местах мы все равно будем ходить в масках, но, по крайней мере, мы сможем встречаться, мы сможем выезжать куда-то, но это будет только после того, как снизится, вернее, повысится наш коллективный иммунитет. Более 730 миллионов рублей из федеральной казны получит Якутия на берегоукрепление и защиту от паводков села Верхневилюйск. Протяженность объекта составит больше 2,8 километра. Об этом сегодня в ходе совещания рассказал министр природы России Александр Козлов. К работам в селе приступят с момента заключения госконтракта. Срок сдачи – конец 2024 года. Как отметил глава республики Айсен Николаев, инженерное сооружение поможет защитить от негативного воздействия вод 6-тысячное население и предотвратит ущерб в миллиарды рублей, который может нанести паводок. Напомним, в прошлом году правительство страны выделило более 13 миллиардов рублей на защиту 7 дальневосточных регионов от наводнения. Верхневилюйск попал в этот список. В октябре прошлого года приняли решение об увеличении финансирования. К тому же на эти цели и из республиканского бюджета направят 55 миллионов рублей. В целях недопущения и предупреждения лесных пожаров инспекторы Амгинского лесничества проводят рейды. Вот уже на протяжении 74 лет Амгинское лесничество проводит системную работу в части использования, воспроизводства, охраны и защиты лесов. В настоящий момент в Амгинском лесничестве работают 18 инспекторов, которые выполняют работы по выделению делян, также проводят рейды по предупреждению незаконной вырубки лесного массива, недопущению лесных пожаров и соблюдению законов пользователями леса. Проверяют лесбилеты и проводят профилактические беседы. В
связи со сложившейся эпидситуацией на основании указа главы республики теперь налоговые органы республики принимают население только по онлайн-записи. Такой формат работы продлится до конца января. Как отмечают специалисты налоговых служб, график работы в основном не меняется. Прием граждан по записи начинается с 9 утра до 6 вечера, а во вторник и четверг по всем вопросам можно подходить до 8 часов вечера. С каждым клиентом инспектор работает примерно 15 минут. Отметим, что через сайт налоговых служб можно получить более 80 услуг. С 18 января по 31 января налоговые органы принимают население только по онлайн-записи. Можете записаться на сдачу декларации, записаться на уточнение своей задолженности. И также вы можете онлайн направить эти декларации, все те же самые, да, и узнать свою задолженность по налогам. За 9 месяцев прошлого года ломбарды, зарегистрированные на территории Якутии, выдали займов на сумму более 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Это на 38% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года. Динамика объясняется в том числе ростом среднего размера займа с 7600 рублей до 9200 рублей. Количество зарегистрированных в регионе ломбардов уменьшилось до 21. 58 сельских школ республики в 25 муниципальных образованиях вошли в федеральную программу по капитальному ремонту. Работу проведут и в 11 образовательных учреждениях столицы. Тему продолжит Саргалана Неустроева. Летом прошлого года президент страны Владимир Путин поручил правительству республики реализацию новой программы федерального ремонта. Внимание в первую очередь обратили на школы, которые действительно долгие годы нуждались в обновлении. Например, в школе номер 20 Сейсарского округа уже более 50 лет. Полного капитального ремонта здесь никогда не проводилось. Сегодня помимо технического переоснащения здания требуется ремонт чердака, замена окон, дверей и напольного покрытия и многое-многое другое. О том, что здание попало в список федеральной программы капитального ремонта, руководство школы узнало под конец прошлого года. Каждый год мы подавали заявки на капитальный ремонт, но вот средств не было для этого. Поэтому весь коллектив, педагогический, ученический, родительский, конечно, очень обрадовался тому, что у нас будет этот долгожданный капитальный ремонт. В школе, рассчитанной на 500 мест, в настоящее время обучается 1273 ребенка. Из 30 учебных кабинетов по-настоящему оснащен только один кабинет информатики. Закупка оборудования обошлась школе в чуть более чем 2 миллиона. Здесь все без изысков. Всего около 20 ноутбуков и современная интерактивная доска. Ну, как раз большие затруднения по материальному обеспечению уроков, например, химии, биологии, информатики, конечно, и английского языка. Очень хотелось бы, чтобы был лингофонный кабинет, например. Но несмотря на подобные трудности, школе удается держать высокую планку. К примеру, в среднем ЕГЭ по русскому языку сдают на 70 баллов. Имеется много конкурсных достижений как среди учеников, так и учителей. Самое главное, учеников здесь не делят на отстающих и отличников. Каждому стараются найти индивидуальный подход. Так как школа наша маленькая, мы все дружны, все друг друга знают. Тесная связь у нас с учителями, они как могут нам помогают. С младшеклассниками также мы тесно связаны, проводим различные для них игры, эстафеты. Капитальный ремонт школа пройдет в этом году, и уже в сентябре ее ученики смогут перешагнуть порог обновленного здания. Всего на проведение ремонтных работ в учреждениях и закупку оборудования в 2022-2023 годах из федерального бюджета будет выделено более 2,5 миллиардов рублей. Саргалана Неустроева, Артем Алексеев, Якутск. Министерству внешних связей Якутии исполнилось 30 лет. Ведомство создано 19 января 1992 года указом первого президента Михаила Николаева. Тогда республика активно включилась в систему международных отношений и связей. Были заключены долгосрочные взаимовыгодные соглашения с другими регионами и странами. Якутия стала полноправным участником в работе международных организаций, таких как ООН, ЮНЕСКО, программы окружающей среды ООН, постоянного форума ООН по коренным народам и РАСВА. За 30 лет республика наладила постоянные торгово-экономические связи со странами СНГ и иностранными государствами. Также имеет множество соглашений о научном и культурном сотрудничестве.
Основная цель на этот год в сфере поддержки экспорта – это внедрение регионального экспортного стандарта 2.0 у нас в республике и разработка экспортной стратегии нашей республики на период до 2030 года. И, конечно же, вся эта созданная инфраструктура поддержки внешней связи, она эффективно сегодня работает. Созданный конгресс-центры Якутии и Центры поддержки экспорта работают в республике. И другие наши подведомственные учреждения, которые именно работают на цель, чтобы создавать условия для развития нашей республики, внешние условия, внутренние условия именно в сфере развития внешней связи и сохранения межнационального мира и согласия в нашей республике. Крещенские купания организуются в Уснере уже более 10 лет. Вот и прошедшей ночью многие уснерцы воспользовались возможностью окунуться в освященные воды Индигирки. Подробности далее в сюжете. Обряд освящения воды проводил иерей храма Успения Пресвятой Богородицы Олег Гладунец. Хочется отметить, что в этом году в крещенских купаниях участвовали молодые ребята. Некоторые пришли впервые. Когда входишь в купель, дух захватывает, делились потом ощущениями. Но когда на улице минус 51, а температура воды минус 3, после купели вроде и не холодно. Вода очень холодная. Но закаляться надо. Как сказать, молодежь должна расти здоровой. 4-й раз, как обычно, все нормально, отлично. Всем советую. С праздником! С крещением Господня! Большого столпотворения не было. Люди приезжали, окунались и уезжали. Соблюдение общественного порядка контролировалось. Светлана Поцелуева, Павел Комин, Уснера. Якутянин Артем Соколов прибыл в расположение футбольного клуба «Крылья Советов». В данный момент команда проводит сборы в Турции. Самарский клуб еще официально не объявил о переходе Соколова из подмосковных «Химок». Однако полузащитник уже был включен в заявку на товарищеский матч. В текущем сезоне 18-летний якутянин провел 12 матчей в российской премьер-лиге и отличился одной результативной передачей. «Крылья Советов» после 18 туров идут на 8-й строке, набрав 27 очков. Первую официальную игру за новую команду Соколов может провести уже 27 февраля. К этому часу пока все новости. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Не переключайтесь, оставайтесь на нашем канале.